Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Гюнтар ТВНД. И сегодня напоминаем, у нас на повестке дня более 24 вопросов, один из ключевых которых правительственный день. И на правительственном дне будет заслушана информация правительства о проделанной работе по инвентаризации законодательной базы Кыргызской Республики на март 2016 года. У меня вопрос, Абдувахаб Мамад Расулович, насколько вы видите данную законодательную базу в экономическом секторе устарелой? Необходимы ли какие-то изменения, тем более в свете вступления Кыргызстана в ЕАЭС? Да. Вы знаете, по данным Национальной ассоциации бизнесменов, да, у нас около 3400 законов, инструкций, положений, которые касаются именно экономического блока, именно предпринимателей. Если вот так посмотреть, все, они лежат тяжелым грузом на плечи предпринимателей. Потому что есть инструкции, законы, которые были приняты с 1960-70-х годов. И они, вот эти законы, вот эти инструкции, да, они служат коррупционным схемам, потому что некоторым чиновникам приходишь, они говорят, допустим, для получения разрешения, да, я не могу дать разрешение, потому что есть такая инструкция. Поэтому сейчас время другое уже, 21 век, поэтому до этого я вот в парламенте обращался к Темиру Аргенбаевичу Сариеву, бывшему премьер-министру, он сказал, что создать комиссию Министерства экономики под председательством замминистра Данияра Иманалиева, и они должны были сделать инвентаризацию всех экономических по экономическим блокам, да, не нужно их убрать. Но пока нету ответа, сегодня мы выясним, я думаю, в следующем часе вот этот вопрос. Чулпан-Эдиновна, какой сектор из законодательной базы Кыргызской Республики вы видите, который необходим изменениям, каким-то, может быть, поправкам и улучшению? Ну, вы знаете, по секторам сложно сказать. Наверное, вот сейчас только мой коллега сказал, что на самом деле, конечно, сфера предпринимательства, регулирования, да, потому что мы просто опаздываем, потому что с одной стороны мы говорим о строительстве рыночной экономики, а с другой стороны инструменты для регулирования, да, они абсолютно с советских времен остались. Да? Ну и второе, это, конечно, и в первую очередь для поднятия экономики, мне кажется, необходимы изменения, все, что касается справедливости и судебной системы. Это одна из самых актуальных, потому что в страну не придут инвестиций, и предприниматель, любой, иностранный или местный, он не будет чувствовать себя в безопасности, и, следовательно, бизнес развиваться не будет до тех пор, пока не будет справедливой судебной системы, независимой. У нас же сейчас как? Вот политическая целесообразность, она зачастую превалирует над законом. Понимаете? Вот проблема вот в этом заключается. Но вот вот сегодня в повестке дня, в частности, вот стоял, например, вопрос о два законопроекта, они альтернативные. Это законопроект, который был предложен правительством о размерах страховых взносов в социальный фонд социальных взносов, и законопроект, который мы продвигали. Название то же самое. Наш во втором чтении, правительство вносит в первом чтении. Этот проект направлен на изменение ставки социальных страховых взносов. Потому что, к сожалению, вот эти ставки, которые постановлением правительства были утверждены, да, они совершенно грабительские в отношении социально уязвимых. Мы предлагаем эту систему изменить, чтобы ставки были дифференцированными, и богатые платили больше, а социально уязвимые, чтобы ставки страховых взносов были в значительной степени уменьшены. Потому что весь прошлый год землевладельцы мелкие, да, они на митинги уже вынуждены были выходить, и соцфонд перестал собирать вообще взносы, перестали поступать в казну. Но завтра вот у нас, мы к согласию пока не пришли. Сегодня мы сняли эти два вопроса, надеясь, что завтра соберутся представители всех фракций, социальный фонд, и мы придем к общему согласию. У нас и так парламент упрекает в том, что он олигархический и защищает интересы в первую очередь богатых. Но вот сейчас парламентарии инициировали закон, наоборот, в защиту бедных. И правительство уперлось рогом, не хочет признавать свою ошибку и исправлять эту ошибку.
Очень тяжело в таких условиях работать, но тем не менее, потому что мы понимаем, что предназначение парламента в первую очередь это защита интересов народа. А предназначение правительства это, конечно, пополнение бюджета. Но мы должны делать таким образом, наша задача заключается в том, чтобы пополнение бюджета было разумным, чтобы не сдирали 10 шкур с простых граждан. Вот. То есть эти законопроекты, инициированные группой депутатов, в том числе вами, и законопроекты, инициированные правительством, они, получается, друг другу противоречат, да? Да, мы пока не можем прийти к И согласию. какой из этих вопросов остался? Правительство или все-таки инициированные Нет, мы депутатами? сняли оба вопроса. Но мы, тем не менее, в поисках компромиссов. Мы не стали упираться, мы сейчас пытаемся договориться. Вот завтра будет согласительная комиссия работать по этому поводу. Но я просто хочу специально сказать для граждан, сказать, что на самом деле мы пытаемся защитить интересы простых граждан. И таким способом тоже. Спасибо большое. Абдулвахаб Мамадрасулович, если вернуться к повестке дня, в частности, к правительственному дню, Чолпан Эдиновна выделила сферу судебных органов власти. Что касается международного, вы являетесь членом Комитета по международным делам. Какой вы выделяете сектор международным, либо экономического характера, либо дипломатических, который также необходимо изменить, или какой из них отстает или хромает к современным реалиям жизни? Вы знаете, недавно вот Евросоюз нам принял систему преференций ВСП+, программу. И сейчас наши предприниматели могут более 6 тысяч наименований товаров беспошлино поставлять в Евросоюз. Это очень хорошая возможность, потому что наши предприниматели очень много ждали от Евразийского экономического союза, но там ожидания не сбылись. Там все осталось на словах. А теперь нам население и богатое население, около 500 миллионов человек, да, открывает свои двери. Мы должны воспользоваться этим возможностью, потому что у нас в Средней Азии, в других государствах нет такой преференции. Теперь у нас есть хорошая возможность привлекать инвесторов, здесь открыть хорошее производство и продавать свои товары. У нас что хорошее, у нас есть хорошие продукты, органики, экологически чистые, сейчас которые ценятся в мировом рынке. Мы можем с соседними нашими странами не можем конкурировать по количеству, но зато мы можем перейти к качеству. Тем более качественные вот эти продукты, они стоят 2-3 раза дороже. Поэтому, во-вторых, вот именно по это включение ВС+, он поднимет уровень наших предпринимателей. Они уже на международном уровне могут что-то научиться, уже будет конкурентоспособной, хотя бы в Средней Азии. Мы здесь будем стоять выше, если мы воспользуемся этим возможностями. Вот недавно была комиссия Евросоюза именно по этим вопросам. Теперь нам надо сейчас... У нас у USAID был хороший проект по повышению уровня предпринимателей для выпуска своих экспорт товаров. Вот это приостановилось. Нам сейчас надо... соглашение с Америкой, экономическое соглашение с правительством США сделать, вот эти проекты надо возрождать, потому что государство сам не может выделить деньги, а то, кто помогает, мы не можем воспользоваться их условиями. Поэтому я думаю, вот этот именно в международном образе, возможность включения вот этого ВСП+, я думаю, нам будет хорошая возможность. Ну, вы знаете, я хотела еще добавить к тому, что сказал мой коллега. Он совершенно правильно сказал, что, в принципе, наша страна обласкана и пользуется любовью со стороны международного сообщества. Но мы не должны никогда забывать о том, почему нас выделяют из региона Центральной Азии и так далее. Потому что у нас все еще сохранился имидж демократического государства. И поэтому парламент тоже несет ответственность за сохранение этого имиджа. И поэтому вот такого рода инициативы скандальные, как вот вчера было, например, да, по поводу СМИ, да, парламентарии тоже, вот чувствуя свою ответственность, они должны инициировать разумные вещи. В противном случае мы потеряем свой имидж, и от нас просто отвернутся. И вот такого рода, в том числе и экономические преференции, нам предоставляться не будут.
Хорошо, спасибо. У нас, к сожалению, уже заканчивается время. Хотелось бы напомнить, что у нас сегодня были депутаты Чорокинеша. Мы обсуждали вопрос правительственного дня, то есть информацию об инвентаризации законодательной базы Кыргызской Республики. Также после обеда будет рассмотрен ряд проектов законов, в том числе проекты о конфликтах интересов, о пробации, о судебных приставах, а также поправки в ряд законов. Спасибо вам большое. До свидания.